Ассаламу алейкум, дорогие друзья, с вами Алмаз Туран. Чем ближе дата подписания между Кыргызстаном и Узбекистаном приграничных вопросов, тем больше и все больше вы видите, какие поганые методы принимают сегодня пророссийские агенты. Вы видите, какие делаются взбросы о том, что якобы Кыргызстан отдал чуть ли не целое село Узбекистану, о том, что Кыргызстан отдал водохранилище, отдал там родник какой-то. Все эти взбросы делаются для чего провокационные? Все эти взбросы делаются для того, чтобы накалить ситуацию все больше и больше. Их целью является, чтобы мы, соседи, враждовали между собой. Россия всегда использует метод «разделяй и властвуй». Не только Россия, но и Запад. Все сегодня те государства, которые ведут колонизацию тех или иных государств, работают именно таким образом. Это политика «разделяй и властвуй». Чего хочет Россия в Средней Азии? Россия сегодня спонсировала Таджикистан, инициировав нападение на Кыргызстан. Сегодня Таджикистан, Россия так и хочет, чтобы между кыргызами и узбеками начался конфликт. Но я полностью уверен, что такого не будет, поскольку сегодня в Узбекистане адекватный президент. Не то что Эммануэль Рахмонов. Сегодня в Кыргызстане адекватный президент, который не допустит этого. Сегодня мы с вами прекрасно видим, что пророссийские агенты работают именно в этом направлении. Их цель, чтобы мы, соседи, между собой никогда не могли объединиться, не могли работать в одном направлении в сторону развития. Их цель, чтобы доказать нам, что мы такие тупые, что мы варвары, что мы не умеем управлять государством, что над нами обязательно должен стоять русский дяденька, который будет управлять экономикой, внешней и внутренней политикой Кыргызстана, Средней Азии, Центральной Азии. Сегодня этому помогают пророссийские агенты, такие как партия Бүтүн Кыргызстан, а именно Адахамжон Мадумаров. Эти вещи, то, что я говорю, наше правительство прекрасно знает, но озвучить оно, к сожалению, это всего не может по тем или иным обстоятельствам. Надеюсь, вы понимаете, почему. Сегодня эти люди, им сегодня без разницы. До Кемпирабада, до Аша, до Баткена. Их цель только одно – это дестабилизация ситуации. Чтобы в дальнейшем тут была война, чтобы в дальнейшем тут был кризис, и чтобы мы в дальнейшем попросились в состав Российской Федерации. Тех людей, которые сегодня поднимают вопрос вокруг Кемпирабада, я хочу поделить на 3 категории. Первая категория – это пророссийские агенты, такие как Адахамжон Мадумаров, которые поднимают данную тему. Второй тип – это те люди, которые обманулись пропаганде, ту, которую ведет сегодня Россия на территории Кыргызской Республики. Россия сегодня потратила миллионы долларов, чтобы поднять этот вопрос, чтобы поднять недовольство кыргызского народа вокруг Кемпирабада. Сегодня потрачены просто гигантские деньги со стороны России на это. Через соцсети, через блогеров, через там, политиков каких-то. То есть вторая категория – это люди обманутые пиаром. Среди этих людей есть как прозападные, среди этих людей как есть пророссийские, среди этих людей есть совершенно нейтральные люди. Четвертый вид людей – это продажные люди. То есть эти люди, которые прекрасно знают, что происходит, прекрасно знают, что за кулисами там за ниточки тянет именно Россия. Эти люди, которые прекрасно осознают и дают себе отчет своим действиям, но поднимают вопрос вокруг Кемпирабада лишь с одной целью.
чтобы поднять себе рейтинг в будущем. Да, это так. Эти люди сегодня поднимают данный вопрос только с этой целью, дорогие друзья. И я хочу вас предостеречь, я хочу предостеречь вас от этого и объяснить вам те вещи, которые сегодня наше правительство, к сожалению, сказать не может. За всеми последними событиями, которые происходили в Кыргызстане, то есть это война в Баткене, это междоусобица между узбеками и кыргызами в 2010 году, это последние революции. За всеми этими событиями стоит именно Россия. Ихняя цель что? Дестабилизация ситуации. Ихняя цель, дорогие друзья, это чтобы на территории Средней Азии, на территории Центральной Азии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана была война, была дестабилизация, чтобы они потом пришли, белые люди, и управляли над нами дикарями. Вот и все, дорогие друзья. Откройте глаза, не обманывайтесь пророссийской пропаганде. Боритесь только за свободу, за ценности кыргызского народа. Всем мира и добра. Ассаламу алейкум.